Федеральный закон о дальневосточном гектаре под номером 119 официально вступил в силу. Уже в ближайшее время российские граждане смогут получить землю под развитие своих проектов. Реализация закона будет проходить в 3 этапа. Сначала с 1 июня раздача земель начнется в 9 так называемых пилотных районах. Затем с 1 октября правом смогут воспользоваться жители Дальнего Востока. И только с 1 февраля 2017 года остальные граждане Российской Федерации. За время подготовки в законопроект поступило 98 поправок. 46 учтены в окончательной редакции. Четверть из них приходится на долю Якутии, в том числе касающиеся спорных моментов, когда на один участок претендуют сразу несколько человек. Предоставление и рассмотрение этих заявлений осуществляется в порядке очередности, исходя из даты приема почтового заявления. То есть тот человек, который нажал сегодня клавишу компьютера, сидя в московской квартире, он не может считаться первоочередным получателем этого земельного участка. В Якутии пилотным выбран Нерюнгинский район. Его площадь составляет более 98 тысяч квадратных километров, а проживают более 60 тысяч человек. Именно здесь, по мнению экспертов, сложились наиболее благоприятные условия для будущих получателей гектара. Нерюнгинский район наиболее обеспечен инфраструктурой. Помимо обычных дорог у нас есть и автомобильных дорог, есть еще и железная дорога подведена к Нерюнгри. Район наиболее обеспечен интернет-связью. И на сегодня этот район он показателен с точки зрения наличия всех земель всех категорий. Прием документов будет осуществляться как через интернет, так и на бумаге по почте. Все заявки направляются в Росреестр. Для большего удобства к работе планируют подключиться специалисты многофункционального центра Якутии. Необходимо заключить нам какой-то документ, это явился договор поручения, согласно которому многофункциональный центр будет осуществлять прием документов именно для реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. В Якутии под действие закона попадает около 20% земель. Это 60 миллионов гектаров. Сейчас в районах продолжается работа по определению границ. Уточненные данные будут опубликованы в ближайшее время. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев. Вести. Якутск.